Раиса Мальсагова. Другая жизнь. В январе 1944 года везде по Чечено-Ингушской ССР усиленно ходили слухи, что в республике предстоят какие-то изменения. Несмотря на всю нервозность обстановки, никто до конца не понимал происходящего. В это время я работала референтом по промышленности в Совнаркоме ЧССР. В январе или феврале 1944 года, не помню точно, я присутствовала на заседании Совнаркома, которое вел сам председатель Совнаркома Малаев. Присутствовало более 30 человек, руководителей разных ведомств. Во время этого заседания Малаев сидел, развалившись за председательским столом, очень пренебрежительно реагируя на аудиторию, на все, что там происходило, и на то, о чем говорилось. Неожиданно зазвонил телефон. Очевидно, по правительственной связи, и он взял трубку. С Малаевым тут произошла, что называется, метаморфоза. Он вскочил со стула, повернулся спиной к аудитории, присев на краешек стола, начал что-то подобострастно лепетать в трубку. Были слышны его восклицания: «Хорошо, товарищ Серов», «Будет сделано, товарищ Серов» и так далее. О чем конкретно говорилось, было непонятно. После этого телефонного звонка Малаев быстро закрыл совещание и всех отпустил. Позже из отдельных разговоров с присутствовавшими на этом совещании я узнала, что Серов — это заместитель Берии, и что возглавляемая им группа с особым заданием находится в республике. На всех это наводило какой-то страх, о котором никто громко не говорил, так как боялись. Бедных ингушских женщин, задержанных на дороге так же, как и нас, без всякого разговора отправляли на погрузку в эшелон, без вещей, прямо в чем были. На дороге мы начали встречать уже студебеккеры, груженные переселяемыми людьми, которые направлялись к железной дороге, к стоящим в ожидании загрузки эшелонам. На лицах людей, сидевших в студебеккерах, была написана безнадежная обреченность. Ночь, когда нас погружали в вагон-телятник, была страшно холодной. Дул сильный ветер, крупинками сыпал обжигающий холодный снег. Все вагоны были заполнены народом под завязку, и все ждали отправления эшелона. Ни в какой вагон нас пускать не хотели из-за их переполненности. Нас все-таки сумели втиснуть в один из вагонов-телятников. Разместили нас в проходе на сквозняке. Люди, уже находившиеся в вагоне, приняли нас, что называется, в штыки. Они все говорили в один голос, что какие-то русские морфутки, одетые в шапки, называя себя ингушками, стесняют их и так уже очень стесненных. Мы были втиснуты в вагон, где находились люди, только что спущенные с гор. Некоторые из них впервые в своей жизни видели железную дорогу. Я так и не узнала, из каких мест эти люди были доставлены. Как они рассказывали потом, они жили в горах, занимаясь в основном животноводством. Никто из них не знал ни слова по-русски. Это были, кажется, чеченцы-мелхинцы. В пути мы поняли, что в нашем вагоне, как и во всем эшелоне, нет ни одного ингуша или знакомого нам чеченца, не говоря уже о родственниках. Мы, 3 женщины, особенно я с сестрой в этих беретах, среди всего этого состава выглядели, что называется, белыми воронами. Вначале, как я уже говорила, отношение к нам со стороны попутчиков было агрессивно-настороженным. Однако по пути следования все изменилось, и наши попутчики к нам очень привязались. Это, очевидно, было связано с простотой нашего обращения с ними, а также и с тем, что мы в нашем вагоне сумели добиться тех минимальных прав, которых не имели люди в других вагонах эшелона. То есть мы получали все, что нам было положено по нормам. А положено, к сожалению, было очень мало. Среди пассажиров было много детей и стариков. Как раз на проходе, где мы были размещены, в середине нашей теплушки стояла железная печурка, которая отапливала вагон. В начале пути все шло относительно спокойно. Периодически на остановках нас выпускали по естественным надобностям. Это была страшная картина.
Кругом эшелон был оцеплен солдатами. Отходить от вагонов нельзя, все друг друга стесняются. Ну, просто ужас. У некоторых женщин чуть не лопались мочевые пузыри. Дети плакали, старики стонали. Потом начались болезни. Заболел ребенок, просит воды, а ее ни у кого нет. Был большой прогон, когда нас не выпускали даже на остановках. Но двери нашего вагона, в отличие от остальных, не запирались снаружи. Мы с сестрой сумели договориться об этом с обслуживающими наш вагон ребятами. И вот на одной станции поезд остановился, а вагоны не отпирались. Мама заставила меня, воспользовавшись тем, что наш вагон не запирался, побежать к станции, чтобы для этого больного мальчика в наш чайник набрать воды. Пока я набирала воду, состав тронулся, и я бегом сумела вскочить уже на ходу поезда в тамбур между какими-то вагонами, и до следующей остановки состава я ехала в этом тамбуре. Одета была легко, так как мы проезжали какие-то места, где уже было тепло. Надо отметить, что пока мы добрались до места назначения, мы в дороге пережили все времена года. И весну, и лето, и осень. Ну и, конечно, зиму. Задолго до подъезда к станции Соль-Илецк у нас в вагоне умер старик. Нас с Мадиной чеченцы попросили скрыть эту смерть от прикрепленных к нашему вагону проводников, что мы и сделали. Однако все-таки покойник был обнаружен и отправлен неизвестно куда. Началась страшная завшивленность. Вшей было так много, что от них невозможно было никуда спрятаться. Они ползали повсюду. Было так много, что мы их сбрасывали руками даже с лица, а они все лезли и лезли, страшно кусаясь. Плохое состояние здоровья мамы заставило меня участить свои визиты к начальнику спецпереселенческого отдела РО НКВД капитану Омарову с просьбой разрешить нам переезд на жительство в город Джана-Семей. Он меня очень вежливо принимал, обещая помочь. Но время шло, а он все тянул. И вот в последний мой визит к капитану Омарову он предложил мне подписать расписку о моем согласии на тайное сотрудничество с ними. Я отказалась. Сузив свои без того узкие глаза, он заорал и выгнал меня из своего управления. «Вон отсюда! Пусть сдохнет там ваша мать, и вы вместе с нею. Если я вас еще раз увижу, то арестую за нарушение режима». Когда я вернулась домой, то застала неподвижно лежащую тяжело больную маму. Я все подробно рассказала ей о нашем разговоре с капитаном Омаровым и, громко расплакавшись, сказала, что, может быть, мне надо было согласиться на его предложение. Мама неожиданно приподнялась с постели, чего не делала уже давно, и сказала мне: «Дочка, умирать надо всем. Бессмертных людей нет. Дай мне слово, что никогда не совершишь поступка, после которого тебе будет стыдно, и кто-то будет плевать тебе в спину. А насчет смерти моей не беспокойся. На все воля Аллаха».